Нельзя продвигаться только одним боком, нельзя только говорить о том, что продвигать песенную культуру. Не надо забывать, что есть еще плясовая культура, которая отстает, к сожалению, и ее нужно подтянуть. А что для этого нужно сделать? И нужно планомерно сделать исследования, экспедиции и выявить семантику происхождения и классифицировать уже давным-давно уже татарский народный танец по всем областям и уже разложить по полочкам и сделать фонды хранения фольклорных плясок. Мне не хочется заканчивать свою лекцию на такой печальной ноте. Хочется сказать, что в заключение хореографический фольклор, неправы те, которые говорят, что хореографический фольклор давно умер и что ничего уже нельзя записать. Нет, хореографический фольклор жив, он в измененной форме на другой пласт переходит, трансформируется и переходит на другой пласт. Пласты наслаиваются. И для изучения необходимо проводить экспедиции и выявлять вот эти фольклорные образцы, записывать их и более глубоко углубляться в пласты и выводить его наружу и проводить конференции, писать научные доклады. И еще Каргин говорил, что в фольклоре профессиональные мастера черпают не только вдохновение, но и богатство выразительных средств. И под влиянием фольклора формируется национально-художественный менталитет композитора, и художника, и поэта. И профессиональная сцена, она заимствует вот эти представления, народные, традиционные представления, и вот эти элементы проникают в серьезные жанры, как балет, опера, и это будет продолжаться бесконечно, я так считаю. Спасибо.